Здравствуйте, господин президент. Добро пожаловать в Республику Саха-Якутия. В Якутске первым делом вы посетили спортивные объекты столицы, построенные к предыдущим играм «Дети Азии». Каковы ваши впечатления, что скажете? Прежде всего, я очень рад быть в Якутске, столице Республики Саха, а также видеть и наблюдать за развитием города. 20 лет назад, когда я узнал об этом проекте, мы совместно с главой и правительством республики начали его. Это была просто идея. Город, который находится очень далеко, с очень холодной зимой. Был вопрос о том, как в нем можно проводить международные спортивные игры «Дети Азии». Но, будучи спортсменом и президентом Олимпийского совета Азии, я обязан поддерживать подобные благие идеи. Поэтому мы начали с первых игр поддерживать это мероприятие, которые прошли очень удачно, что воодушевляло нас на большее развитие. Сегодня осталось 318 дней до 6-х игр, и я снова здесь, переполненный гордостью, не только увидев спортивные объекты, отвечающие всем международным стандартам, но и в том, что сама идея детских игр работает, помогает спорту и молодежи, в котором также был план развития города и республики. Сегодня я считаю, что спортивные объекты великолепны. Олимпийская деревня отличная, атмосфера одного из лучших университетов, в которой она находится. Все это является отличной средой для республики, для будущих поколений и международных связей. Думаю, что постепенно игры будут развиваться дальше, и параллельно будет расширяться культурная программа. Известно, что вы, как президент Ассоциации национальных олимпийских комитетов, оказываете всестороннюю поддержку в организации международных игр «Дети Азии». Как вы оцениваете развитие этих спортивных игр в Якутии? Да, конечно, доволен. Если мы пройдемся по статистике, на первых играх участвовали 10-11 национальных олимпийских комитетов стран, постепенно увеличивая количество участников. В данный момент эта цифра равна 27. Это практически 60% стран Азии. Нашей целью после Генеральной Ассамблеи в Ашхабаде, которая пройдет в следующем месяце, является то, чтобы в 6-х играх приняли участие 30-35 стран. Это 3/4 азиатского континента. Я считаю, что в проведении игр здесь очень важно, так как якутский народ является предками многих азиатских народов. Для Кыргызстана, стран Центральной Азии и многих других стран эта территория является родной землей, и я рад собрать народы. Также страны бывшего Советского Союза снова вместе в Республике Саха. Это будет сохранять не только спортивные и детские отношения, но и поддерживать интерес со стороны руководителей стран. Выросло количество участвующих национальных комитетов с 11 до 27, 40 видов спорта, все возведенные спортивные сооружения. Прогресс есть. Считаю, что на 7-х играх, которые пройдут не в Якутске, будет еще больше участников, и количество также вырастет и на 8-х играх, когда мероприятие вновь вернется сюда. Насколько вы довольны на сегодня уровнем и статусом одного из важнейших проектов в мире спорта «Азиатские игры»? Какие дальнейшие шаги планируется предпринять для его дальнейшего развития? Я думаю, что сейчас, если вы прогуляетесь по городу, вы увидите прогресс. Возможности города и республики были ограничены добываемыми алмазами и золотом, но сейчас с поддержкой президента Владимира Путина и появлением нового нефтепровода, который будет работать на благо энергетики, есть еще одна возможность развивать город. Думаю, что спорт является сочетанием развития общества и города. Спорт останется основной сферой деятельности для создания благоприятного климата для развития. Я был рад побывать в университете и видеть множество якутских олимпийских чемпионов. Надеюсь, что в Рио-де-Жанейро во время Олимпийских игр я увижу представителей Якутии в боксе, в вольной борьбе, стрельбе из лука или тхэквондо, потому что я верю, что будет участвовать 5-6 якутских спортсменов. Я желаю им удачи и, возможно, буду одним из тех, кто будет вручать медали на Олимпийских играх в 2016 году. Спорт и политика. В последнее время спорт становится инструментом для политических манипуляций. Может быть, все же спорт должен оставаться вне политики?
Я всегда говорил, что спорт является посредником, связующим разные сферы деятельности. Спорт признают и уважают. Ничто нельзя противопоставить спорту. Когда вы смотрите на презентацию пятых игр, когда видите улыбки на лицах детей из разных команд, вы не знаете, из какой они страны или какого вероисповедания. Мы просто видим их улыбающимися, обнимающимися. Вы не знаете, откуда они. С севера или юга, с запада или востока. Не знаете, есть ли какие-либо идеологические проблемы. Вы лишь почувствуете человеческие отношения, настоящие чувства, далекие от религии, проблем и политики. Это и есть спорт. Потому что всегда счастливы быть частью спортивного общества. Потому что спорт является лучшим посредником взаимоотношений между людьми. Какое место, на ваш взгляд, занимает сегодня Россия в системе международных спортивных отношений? Я думаю, что президент Путин один из лидеров в спорте. Города и регионы России — Сочи, Якутск, Казань. Эти регионы под руководством президента Путина делают большие усилия. Есть 3 страны мира, которые принимают большинство спортивных мероприятий. Это Китай, Россия и Катар. Если вы взглянете на календарь, то увидите, что только 3 страны за последние 6 лет и грядущие 2 года проводят у себя спортивные мероприятия различного уровня летом и зимой. Мое личное мнение о Путине будет не о его политике, а о спорте в стране. Так как он много знает о спорте, занимался дзюдо, он также увлекается водными видами спорта и поддерживает водное поло. А также он является другом многих спортсменов. Считаю, что в данное время проходят золотые годы для спорта в России, международных отношений, руководство самого Путина, министра спорта России Виталия Мутко, президента Национального олимпийского комитета России Александра Жукова и для всех руководителей регионов, таких как Якутия, Татарстан, Краснодарский край, которые заинтересованы в том, чтобы проводить у себя большие спортивные мероприятия. Считаю, что это золотые годы спорта в России. Как вы оцениваете сотрудничество ОНОК с Олимпийским комитетом России? Мы очень хорошие и близкие друзья. Мы считаем, что Россия наряду с США и Китаем являются ключевыми странами в нашей организации. Также, конечно, Германия и Великобритания. Мы очень плотно взаимодействуем с ними. Я рад, что работаю с ними не только в рамках Национального олимпийского комитета, но и будучи президентом Ассоциации национальных олимпийских комитетов и членом Международного олимпийского комитета. Вместе мы работаем по многим вопросам, даже координируем деятельность нескольких международных федераций. Я думаю, что это результат верного руководства президента Путина. И заключительный вопрос. Каким вам видится будущее игр «Дети Азии»? В утвержденной концепции игры будет принимать другая азиатская страна в 2020 году. Насколько удобен такой формат и насколько детские игры интересны другим странам, как вы думаете? Молодежные игры, подобные играм «Дети Азии» с приемлемым бюджетом, всегда будут интересны для многих стран, которые не могут проводить азиатские зимние игры или другие большие спортивные мероприятия. Они могут провести подобные игры, которые также привлекут все страны Азии. Идея чередования проведения игр в Якутске и за рубежом является лучшим решением. Я верю, что Якутия привлекательна для спортсменов. Спортивный дух игр останется здесь. Туристы будут приезжать в любое время года, что поспособствует развитию международных отношений и общению с людьми. Они увидят то, что видел я, то, как волонтеры рады туристам, готовы общаться с ними. Если они будут одного возраста с участниками, то интерес к общению будет намного больше. Спасибо, господин президент, и желаю вам удачи. Большое спасибо. Спасибо.